Я в Абхазии прожил 3 с лишним года. Все это время я работал здесь на местном телевидении. Канал называется Абаза ТВ. Вот в 10 утра каждый день приходил сюда на плавёк. И сейчас для меня тоже волнительный момент. Почему это важно для нашего фильма о Владиславе Григорьевиче Арзинове? Потому что руководитель и мой наставник — это пресс-секретарь Владислава Григорьевича долгое время был Руслан Канович Кашиков. Здравия желаю. Молодец. Доброе утро. Доброе утро, Сэм. Доброе. Вот он, герой наш. Доброе утро. Руслан Канович, во время войны, даже до войны, да, вы были собственным корреспондентом нашего главного Первого канала, теперь наследник, это тогда ОРТ было, да? Собственно, это слишком громко сказано. Лишь штатный корреспондент, стрингеры по современному. С 90-го года я уже начал сотрудничать с Первым каналом. Я смотрю, у вас там вот еще старые кассеты стоят, вы все архивы прилежно храните. Ну, это уже послевоенные кассеты, когда Первый канал переформатировали в ОРТ. Вот тогда, с 1 апреля 1995 года, я стал сапкором. Ну, я знаю, что и на одну из исторических встреч, как раз когда были в Москве переговоры, это 3 сентября, вы были. Я помню, вы еще, когда я был совсем молодым, мне рассказывали, что у вас там какие-то секретные документы сохранились. Покажете нам? Речь идет 3 сентября 1992 года. Это первое вот такое крупное политическое мероприятие по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Проходило под эгидой президента Российской Федерации, президента Тели. Вы эти секретные документы в сейфе храните или где? Этот документ, он уже такой не секретный, там уже многие опубликовали, но у меня оригинал этого. Покажите, покажите. Это вот в том виде, это сколько уже лет прошло. Ну, получается, 33 года? Да, 33 года. А в чем был тогда эксклюзив Сейчас, вот этого? В чем был эксклюзив? Скажу, смотри, что здесь написано. Для служебного пользования. Ну, Это стенограмма, как раз встречи, когда Ельцин, руководитель республик Кавказского региона, президент Ельцин, глава Грузии Эдуард Шеварднадзе, Владислав Арзинов, председатель Верховного Совета Абхазии, при участии руководителей северокавказских республик и Юга России рассматривали вопрос возможного урегулирования, прекращения огня, разъединения сторон. Встреча закончилась очень поздно, после 21, и соглашение было подписано. И Борис Николаевич Ельцин, Эдуард Шеварднадзе, Владислав Григорьевич Арзинов вышли на брифинг. И, в принципе, там самое главное, то, что прозвучало, и в комментариях Владислава Григорьевича Арзинова, что ему очень тяжело давалось это решение, но он пошел на подписание, чтобы не допустить геноцида абхазского народа Абхазии. И когда мы поднялись наверх, просто телефон разрывался. И Владимир зашел к себе, я взял трубку, и на связи оказался Сергей Шамба, комиссар вооруженных сил Абхазии, депутат Верховного Совета. Программа «Время» 21:00. В репортаже об этой встрече было сказано о том, что Владислав Григорьевич действительно подписал документ, но при этом он осудил действия добровольцев. И, естественно, это был шок в Гудаутах. И я представляю, что было на Северном Кавказе. Об этом пытался рассказать Сергей Миронович и спрашивал, как это могло быть. Я побежал вниз и увидел вывеску «Стенографическое бюро». Я представился, сказал, что я от имени Владислава Григорьевича Арзинова, и вот есть просьба. Борис Николаевич об этом говорил, что встреча стенографируется, и вот мы хотели бы заполучить
экземпляр стенограммы встречи. Она как-то затянула с ответом. Я откуда знал, что это документ для служебного пользования? Когда мы одни остались, она еще раз переспросила, кого я представляю. Ну, я с большим удовольствием подчеркнуто это все повторил. И я почувствовал, вот ее глаза уже говорили, она вообще говорила эмоциями со мной. И больше вот глаза. И она говорит, кого вы имеете, как он вас защищал, как он защищал Абхазию, как он это говорил, а с кем он общался, как они его не слышали, как они его не понимали. Вот. И она открыла свой этот чемоданчик, 2 экземпляра. Вот второй экземпляр, а первый экземпляр я приближал с удовольствием, передал Владиславу Григорьевичу, при этом ему сообщил, что второй я оставляю себе. И эта стенограмма уже с раннего утра уже начала работать. Помощники Владислава Григорьевича, вот, Георгий Николаевич Колбая, Тарас Миронович Шамба, он им поручил отвести стенограмму и встретиться, объяснить, рассказать о встрече с Калмыковым Юрием Хамзаратовичем. Георгий Николаевич Колбая мне недавно рассказывал, когда они прибыли к нему, первые слова были с сожалением произнесены, как он мог подписать. Сделаю небольшую пометочку для наших зрителей, в чем была деликатность, собственно говоря, момента. Шеварднадзе и, скажем, вот грузинская сторона очень сильно давили на то, чтобы признать всех добровольцев, которые пришли из России, это из Северного Кавказа, конечно, ребята, которые через Кавказский хребет сюда, в Гудаутский район Абхазии переходили, но это были не только выходцы с Кавказа, это были и русские тоже ребята, из Москвы, и из других регионов нашей необъятной родины. И на Владислава Григорьевича очень сильно давили, чтобы он признал всех этих людей фактически боевиками и террористами. На самом деле, как доказывает стенограмма, он право этих людей называться добровольцами смог отстоять в очень сложной дипломатической схватке. Вот я готов процитировать. Да. Документ мы подпишем. Есть только 2 момента. Вот первый, не буду отвлекаться. Второй. По статье 11 я запишу свое особое мнение. Представь, в присутствии президента России Ельцина. Он уже документ подписал, и Владислав Григорьевич будет подписывать документ и указывать особое мнение. Оговорками. Да, оговоркой, что он не может их осудить. Ну, представь для истории, для руководителя. Он там до этого говорил, что многие из них погибли, уже погибли. Это какой был бы безнравственный поступок. Он это не мог допустить. Там в документе название страны осталось только Абхазия, а не Республика Абхазия. Вывод войск не смогли добиться, передислокация. Многие вопросы, но он со всеми с этими пунктами согласился. А этот был для него самый принципиальный. Это было принципиально, потому что он был в первую очередь человек, и он не мог допустить осуждения людей, которые пришли тебя спасать. Действительно, вот то, как Владислав Григорьевич за статус добровольца поборолся, не побоявшись вот такого давления, таких мастодонтов, и когда, грубо говоря, все были против него, это действительно человек большой чести, человек, который ценит дух добровольчества. И когда работали в администрации, это вот уже с какого года было, когда именно вот Владислав Григорьевич пригласил вас именно к себе в пресс-службу возглавить? Этот разговор мы долго обсуждали, около года. Но для меня работать с Владиславом Григорьевичем всегда, с 90-х годов, вот как я пришел на телевидение, первое его интервью записал в августе 90-го года, 25 августа, вот как сегодня помню, это было тоже политическое событие. Абхазия заявила о своей
политическом независимости, вот это уже шел процесс. Это когда Обновление Конституцию, Союза, да, да, принимали свою новую. Да. И вот, а он тогда был депутатом Верховного Совета СССР, был на этом заседании, и я записал комментарий к этому событию, делал репортаж для Первого канала. То есть он уже тогда на вас глаз положил, да? Да. После этого, а когда он уже стал председателем Верховного Совета, я записывал первое интервью. Это единственное интервью, которое мы предварительно обсудили, составили план. Я подготовил вопросы, он подготовил ответы, и мы встретились на интервью. Это декабрь. Все остальные интервью, Да. это был режим импровизации все-таки. Это был декабрь 90-й год. Перед началом интервью вижу, что-то его беспокоит. Будет что-то не то. Что? Ты сейчас будешь спрашивать вопросы. Я на них отвечаю, у меня готовы ответы. А вот как это зритель воспринимает? Вот это ощущение всегда думать об обратной стороне, о восприятии любой информации, вообще о его действиях, это я потом прослеживал после уже деятельности. И поэтому говорю, давай по ходу интервью ставь какой хочешь вопрос, но при этом добавь, вот помимо оговоренных нами предварительно вопросов, я бы хотел вот добавить еще такой-то вопрос. Все, говорит, наша совесть чиста, зритель знает, что мы с тобой заранее обговорили. У него было особое отношение к журналистам. Особое, подчеркнутое, уважительное отношение. Я не встретил потом в своей практике журналиста, который был недоволен, разочарован, или вот он, чтобы он не мог просто там ответил на вопросы, не уделил внимания, не пообщался. Это дар и ученого, опять же, очень интеллигентного, воспитанного, очень абхаза, политика. Это намного облегчало работу пресс-службы, мою личную работу. Какой был режим работы? То есть существовал ли в принципе какой-то график, что нужно было приходить ко скольки-то? Или это было всегда что-то такое в режиме импровизации, можно было до ночи оставаться? Вот насколько много времени вы здесь проводили? Ну, во-первых, это, я был первый пресс-секретарь, до меня не было Такой должности, да. Но это не должности, не службы, это все совмещал помощник Астамбул Георгиевич. Так. И я вот очень долго не соглашался, будучи с обкором уже НТВ, не от того, что я там капризничал, или мне не нравились условия работы, там еще какие-то нюансы. Я думал, смогу быть. Я убит как секретарем Владислава Ильича. Я-то его знал хорошо, я знал абсолютно все его вот это величие, простота, умение, быть пресс-секретарем, это уровень ответственности, я не мог с этим так быстро согласиться. Он меня убеждал, и говорил, что старик, какие проблемы. Я даже помню, там была такая интересная ситуация, когда Борис Николаевич к этому времени он что-то там заявил о том, что боеголовки надо крутить, нет никакой угрозы для России. А на следующий день Острожемский выступал и говорил о том, что журналисты неправильно поняли, надо их покруче закрутить, чтобы боеготовность России была на высшем уровне. Я говорю, таких нюансов не будет, таких проблем не будет. Про ядерные боеголовки не придется говорить. Да, на одной из первых встреч приходит спецпредставитель генерального секретаря ООН Леви Боки. И протокольные съемки закончились, все уже вышли. А я, будучи с обкором, постоянно пытался с ними выстроить отношения, брал интервью, освещал, он меня уже знал как журналиста. И он обращается, а дальше можно мы продолжим без журналистов?
Я говорю, да, пожалуйста, мы же продолжили, вместе вышли. Он опять смотрит на меня. И Он еще не понял, что вы абхазский Песков, да? Да. И Владислав Георгиевич ему говорит, вы обратили внимание на Руслана, говорит, он уже, его свобода закончилась, он у нас уже чиновник. Часто ли приходилось спорить вообще? И можно ли было с Владиславом Григорьевичем вообще о чем-то поспорить? Это было реальная наша жизнь. Мы, вот я уже могу сравнивать многих наших абхазских президентов по стилю работы. Я уже несколько раз повторяю это сочетание ученый президент. Для Владислава Григорьевича важнее было обсуждать, выяснять точки зрения всех присутствующих на данной площадке. Если это запись интервью, если интервью закончилось, он спрашивал у меня, спрашивал у помощника, спрашивал у журналистов, спрашивал у оператора. И в сочетании с точки зрения, и никто не лукавил, там, не говорил. И имел право слова. голоса сказать, что думает. Все говорили, что как мы это воспринимаем. Я даже приведу такой пример. Был какой-то серьезный политический кризис. Министр иностранных дел России Козырев в 1994 году приехал в зону абхазского конфликта, в зону миротворческой ответственности миротворческих сил России. И он там открыл восстановленный мост на Ингуре, приехал в Сухум, встретился с руководством миссии ООН. И по протоколу, договоренными сторонами, он должен был посетить госдачу, и там его ждал Владислав Григорьевич, а его сопровождал заместитель председателя, он тогда еще был председателем Верховного Совета Владислав Григорьевич, а сопровождал Сократ Ракович Джинджон. И когда встреча закончилась в МВО с руководством миссии, он говорит, я закончил свой визит, прошу на вылет на стадион. Его объясняют, вас ждут на госдаче, вас ждет председатель Верховного Совета. И это в программе, в протоколе, вы знаете, нет, я не буду встречаться, я уезжаю. Он уехал. Вот на следующий день Григорьевич делает заявление. Мы записываем с оператором Гарри Арестава. Ну это тот самый Козырев, которого сейчас, по-моему, инагентом, да, признали? Если я не ошибаюсь. Ну, у вас давно уже уехал в Америку. По-моему, по поводу него на одной из встреч в Валдае Владимир Путин, отвечая на вопросы американского эксперта о национальных интересах России и приводя цитату Козырева, Путин сказал, если у министра иностранных дел нет национального интереса и вообще национального интереса нет у страны, то у этого министра не голова, а какое-то деревянное что-то такое. Такая была характеристика. Вот с этим человеком Абхазия, в том числе Владислав Григорьевич Арденбах, вел переговоры. Мы всегда понимали, что Шеварднадзе и Козырев это одно целое. Не все и Шеварднадзе с Ельцином был дружен, что уж тут греха таить. Да. И возвращаясь к моему вопросу, и Владислав Григорьевич спрашивает у меня, потом спрашивает у оператора. Я говорю, очень хорошо, это было там 40 секунд. Никто ничего не может выразить, это обязательно попадет в эфир. Оператор говорит на вопрос как, он говорит плохо. Что плохо? Он говорит, как-то вы сидели, руки, говорит, вот, но он нервничал, нужно было это вот сказать, не затягивая, и чтобы ни одно слово не вырезали. И как-то получалось, как вот пионер. Даже Гарик так сказал. Он говорит, давай посмотрим. Отмотали пленку, посмотрели. Говорит, Гарик, ты прав, давай перепишем. Волей судьбы так складывалось, что в самые такие тяжелые и ответственные моменты именно вы были рядом. И еще до того, как стать пресс-секретарем, я знаю, была история очень интересная вашей поездки в Грузию, в Тбилиси. Как вы там оказались? Почему вы тоже полетели в составе тогда делегации? Это 97 год, 14 августа.
Ну, я в это время работаю с обкором НТВ в Абхазии. Приемная Раиса Николаевна позвонила, пригласила на встречу с Григорьевичу, я приехал. И по дороге меня подвез сосед Владислав Григорьевич. И он очень, когда я ему рассказал, куда я еду, он очень встревоженный, говорит, слушай, есть слухи. Ну это просто в логово к врагу поехали, да? Есть слухи, что он собирается в Тбилиси. Я говорю, я не знаю, куда он собирается. Меня пригласили в на встречу, администрацию, да. А по приходу Александр Григорьевич сказал, что он в ближайшее время планирует куда-то с визитом поехать. И у него есть желание, чтобы я в качестве журналиста съемочной группы поехал вместе с ним. Я, конечно, был очень рад, счастлив. Любой журналист в моей ситуации так же себя повел. Но я при этом сразу спросил. Еще не успел сказать да, но спросил, вы куда? В Тбилиси? Он был просто шокирован, откуда у тебя эта информация. Я говорю, вот ваш Сосед рассказал. сосед. Он говорит, ой, эта мама очень сильно переживает. Все, мы в условиях войны, что поле боя, что информационное поле, они, мне кажется, что они идут параллельно. И даже бывают моменты, когда это информационное поле является очень определяющим. И я, естественно, с удовольствием согласился, и мы поехали. И я потом подробно узнал об истории, предыстории поездки. Мы об этом делали документальный фильм. Специально созвал Совет Безопасности, обсуждал мы. На заседание Совета Безопасности были приглашены его ближайшие друзья, политические соратники, которые на тот момент не были членами Совета Безопасности, в том числе Станислав Лакомов был, он мне потом рассказывал, он один из тех, кто выступал против. Категоричен, он был очень категоричен, и он даже ему сказал, что неужели нам недостаточно истории с Нестором Лакоба. Которого отравили, как считается, но именно там. Убедил. Это еще одно очень сильное качество Сергеевича. Он умел, он слушал всех, он вступал в дискуссии. И убеждал аргументами. Да, и убеждал. Естественно, по сегодняшний день я задаю этот вопрос себе. 97-й год. Необходимость поездки. Понимаешь, в 93-м закончилась война. Страна находилась в очень сложной блокаде, экономической блокаде. И тогда в России были чиновники, вот вы вспоминали сейчас как раз Козырева, которые скорее действительно интересы Запада представляли, чем интересы России, и на Абхазии это отражалось напрямую. Напрямую защищали интересы Грузии, пытались нас, Абхазию, вернуть в состав Грузинской республики. И не просто было постановление правительства России об особом режиме границы ПСО, но еще было на уровне СНГ принято решение в 1996 году, чтобы все страны СНГ, руководство СНГ, их структуры не вступали ни в какие экономические, политические, культурные, спортивные, информационные связи с Абхазией. Но при этом в России... Да, Лукашенко единственное не подписал, и Туркмения не подписала. Все равно в России были и те политики, как, например, Евгений Максимович Примаков, которые с Владиславом Григорьевичем держали связь и которым он лично доверял, насколько я понимаю. Вот всегда существует две стороны медали. Да? И во время войны, и особенно после 3 сентября, и там тоже были личности, которые не разделяли точку зрения Ельцина и многих других, симпатизировали ситуацию в Абхазии, лично симпатизировали Владиславу Григорьевичу, и они находили, когда они действительно увидели его характер, волю, умение отстаивать, бороться за свою
за свои интересы, за свои национальные интересы. Они чувствовали, что это национальные интересы не только сугубо абхазские, они выходят намного шире, чем абхазское политическое поле. Можно же действительно сказать, что на постсоветском пространстве, тогда, когда вот только СССР развалился, Владислав Григорьевич Артенберг, наверное, был одним из самых пророссийских политиков, как сейчас модно говорить. Ну, действия, поступки и результаты доказывают. Несмотря на блокаду, он каждый раз во всех своих публичных выступлениях говорил, эта блокада, это временно, это не определяет отношение русского народа к Абхазии. Он всегда убеждал, чтобы вот это глупости определенных чиновников здесь не получило отрицательное, не пустили отрицательные корни. Естественно, люди сложно было подряд, там, в условиях войны люди понимают, что они живут в условиях войны, а в условиях блокады очень сложно объяснить, почему другой народ находится в блокаде, почему мужчины не могут перейти границу, почему они не могут повезти товар продать, привезти товар, который им здесь нужен. И поэтому, чтобы хоть как-то облегчить эту ситуацию, хоть как-то снять эти ограничения экономического характера, он готов был ехать в Тбилиси, он готов был рисковать, но нужно было решать ему национальные задачи. Нужно было постоянно демонстрировать свою такую... Ну действительно, отматывая, что несмотря, да, вот, на риск, что действительно, ну, едешь в логово к врагу, он готов был на это идти, понимая, да, что интересы страны, интересы народа, они превыше всех личных рисков. Конечно. Ну, сидеть, ждать у моря погоды он не мог, он должен был совершать поступки. Причем в буквальном смысле сидеть у моря. Он должен был убеждать людей. И, естественно, фактор Примакова, с человеком, который он работал в Институте востоковедения, не проявляли уважения друг к другу. И он сыграл ключевую роль, тогда был реальный шанс подписать соглашение. Но грузины каждый раз недооценивали ситуацию. Они, когда видели, что руководство Абхазии, в том числе лично там Владислав Григорьевич, готов пойти на какие-то определенные уступки, у них возникало желание дальше это продолжить. И он, аппетит просыпался. Да, да. И он резко обрубал. Да, обрубал и конкретно, и очень жестко говорил, у каждого процесса, особенно политического процесса, всегда есть пределы, которые мы не можем. Я президент страны, я гарант Конституции, поэтому нарушать базовые вещи не буду. А они тогда обсуждали общее государство. И несмотря на то, что в ходе визита было подписано заявление о неприменении силы, спустя 9 месяцев, да, в мае 1998 года, они предприняли попытку вторгнуть Гальский район, ввели туда войска. И поэтому мы понимали, что до сих пор столько лет прошло, сколько встреч в Женеве, сколько встреч в Нью-Йорке, сколько встреч в Москве, сколько переговоров было. Грузины никак не созреют, грузинская сторона, политическое руководство Грузии, сколько там команд уже сменилось, осознают, что нужно смириться, нужно ценить, так же, как у грузинского народа, так и у абхазского народа, есть право на суверенитет, на реализацию собственного национального проекта. Вот чем раньше... Мы с вами познакомились как раз в период, в 2008 году, я помню, вот как раз с пляжа пришел на Базар ТВ устраиваться на работу. Это был период такой очень яркий, период признания России независимости Абхазии. Я хорошо помню тот день, меня это действительно тоже впечатлило. Народ с флагами на улицах, там стрельба в воздух, на машинах, все сигналят, собираются на площади, но все в какой-то момент, да, пошли к дому Владислава. Вот почему, несмотря на то, что вроде как бы
он не был там при должности, да, то есть вроде как он уже не занимался государственными делами. Вот такая именно, что ли, стихийная потребность у народа возникла именно его за это поблагодарить. Не только 2008 год, даже сейчас, вот это юбилейный год, и в будущем, я убежден, вот эта потребность изучить все нюансы, все, что с ними связано, все его крупные политические поступки или человеческие позиции в любом вопросе, он всегда будет востребован. Мы из личности Владислава Георгиевича не делаем там Ленина или такого божества. Реальный человек, ученый, политик, в нужный момент, который сыграл ключевую роль в нашей истории. Взял на себя ответственность? Да, естественно. Он это любил говорить. У победы весь народ. Весь народ автора. Не дай Бог, что-то он не просчитал бы, что-то он не предвидел бы, не перестраховал бы ситуацию, не нашел бы решения проблем. Вот я лично, я говорю за себя, я был убежден, вот с первого дня был убежден, что он найдет какой-то ключ, какое-то решение. Когда ситуация казалась мрачной, безвыходной, что я должен думать, как свою работу сделать, тем самым могу помочь этому большому проекту. И мы все, мне так кажется, все граждане страны были свидетелями, как он эти поступки совершает, как он, вот как 3 сентября, как он защищает наши национальные интересы на всех переговорах, и во время принятия решения, там, военное, политическое, любое. То есть это он прошел через нашу жизнь, он прошел через жизнь каждого в грешном мире. И мы видели, как он это совершал. В 2003 году на площади, да, там народ праздновал 10 лет. Он был действующий президент, но у него были проблемы с этим. Уже со здоровьем болел он, да? Он подъехал на площадь, не вышел. Уже машина подъехала, да? Он не вышел на трибуну. Я потом обсуждал вопрос с ним, несмотря на все сложности, таких нюансов, обсуждать открыто. И он мне сказал следующие слова: я не мог допустить такую ситуацию, когда народ пришел на праздник, вместо праздника они начали бы жалеть и переживать за меня. Я не мог. И этот процесс длился очень долго. Вот в 2008 году, до признания, когда он отмечал 14 мая день рождения, ну как ежегодно я был у него, я всегда говорил, я всегда остаюсь пресс-секретарем, ходил с камерой, между прочим, Лиса был оператором, мы целый день снимали его, люди приходили, уходили, людей записывали, целые ансамбли приходили, песни ему посвящали, пели. И вот в тот день я почувствовал, что он не реагирует на присутствие камеры и как бы тем самым разрешает нам вот эту его физическое его состояние, чтобы все эти съемки, которые мы осуществляем, чтобы она могла оказаться в эфире, что он не против. Да. Я помню свой первый репортаж про Владислава. Это я, кажется, тогда буквально пару месяцев поработал в Абхазии на нашем телевидении. И меня тогда зацепило вообще вот ну, такое мое наблюдение человека, который приехал из другого мира, да, там, из другой реальности сюда. Всегда удивляло, я тогда в репортаже обратил на это внимание, что о нем всегда говорили просто Владислав. Всегда было понятно, о ком идет речь. Такое ощущение, что, в общем-то, каждая семья ощущала, будто бы он часть этой семьи.
Все, что мы сейчас имеем, все, что связано с государством, все, что связано с культурой, связано с нашим будущим. Мы же не Манкурты, мы знаем, что это он. Мы знаем, что это вот то поколение, которое вот кому посчастливилось. А это было очень тяжело. Это через войну, через голод, через смерть, через блокаду. Вот. Кто кому дарил государство? Это же не было никого. Поэтому мы родились просто в это время, в этом месте и оказались соратниками. Конечно, это внутренняя радость, гордость. Но сейчас молодежи особенно есть эта потребность. Вот как найти эти формы подачи, чтобы люди это еще глубже осознали. Я же очень часто видел у него на работе труды Нестора Павловича Упова. Это что же в 20-е годы, когда создавалась Абхазская республика, какие ведомства создавали. Он думал и подбирал, и спорил, и убеждал, как то или иное Абхазское государственное учреждение, как назвать. Вот даже пример, Абснепресс. Многие настаивали. Это главное государственное информационное агентство. Абхазпресс. Вы слушайте, мы же абхазское государство, абхазского языка название должно. Апсны — это Абхазия есть на абхазском языке, переводится страна души. Да. Мканович, находимся прямо сейчас в Гудауте, да? Это Дом культуры. Да. Здесь тоже таких событий во время войны, наверное, было много разных. И были ситуации, когда на фронте случались неудачи. Один из самых таких, наверное, тяжелых моментов — это мартовское наступление. И вот была такая знаменитая встреча с матерями погибших ребят. Да? Если по хронологии, мартовское наступление началось в ночь с 15 на 16 марта. Уже к 18-му было понятно, что наступление захлебнулось. И это сказать было очень сложно. Вот тогда как раз прилетел Владимир Лусканов, обозреватель Первого канала, слова, которые сложно было мне сказать. Он в своем репортаже сказал: но многие подразделения еще находились на той стороне Элисты. Боевые действия продолжались. И люди, которые занимались переговорным процессом, уже начали ездить в Сухум. И в течение недели шли активные консультации, переговоры, чтобы тела погибших перевести из Сухума в Гудаут. Грузины и те люди, которые задумали, вот как бы Абхазию взорвать, противопоставить народ с руководством, с военным командованием, решили пойти вот на такой бесчеловечный поступок, ведя переговоры, затягивая, и потом в итоге в конце отказать нам в выдаче тел погибших. Матеря погибших по их инициативе. И я помню эти интервью вот по дням, 18 марта, 19, ежедневно, вот до конца марта были эти выступления. И люди требовали одно: прекратить переговоры, прекратить полеты в Сухум, продолжить дело ребят и продолжить освободительную войну. Ребята на своей земле, только когда мы одержим победу, вот тогда со всеми почестями их похоронят. Психологическое, эмоциональное состояние было очень тяжелое.
К тому же, вот я, знаете, такой момент действительно хотел уточнить, ведь Абхазия очень маленькая страна, и тут мало того, что нет тайн ни от кого, тут и все друг друга еще и знают. 222 человека. Для Абхазии это сумасшедшая это цифра. Сейчас это происходит на маленькой территории, да, Гудаутский, Кагальский район. Я вот не устаю повторять, да, тоже для наших зрителей поясню, что одно дело, когда, да, там погибает там 10 человек в соотношении к 130, к 140 миллионов. И другое дело совсем, когда 10 человек погибает в соотношении к 150 тысячам, условно говоря. И поэтому каждую потерю для Абхазии, чувствительность этой потери для Абхазии, для народа Абхазии, это умножить на 1000. Это были трагические дни. То есть это все равно, что вот за один день для нас, русских, было бы потерять 220 тысяч человек. В этот момент принять решение и помочь и главнокомандующему, помочь и фронту, и военным, и себе, и стране. Вот такую ответственность взяли родители на себя. В эфире высказывают точку зрения люди, а где-то надо было принять решение. И это решение должно было быть коллективное, при участии всех. Вот в этом здании, помещение, которое более 500 человек, они здесь собрались и встретились с военным командованием. И здесь родители потребовали от руководства Абхазии приостановить переговорный процесс. И продолжить борьбу. В мартовские дни, потом Владислав Григорьевич об этом пишет в своих воспоминаниях, книга «Моя жизнь», там приводит слова матери, которая говорила ему в эти мартовские дни: «Сынок, это война, война не бывает без жертв». Сам он к этому моменту у него младший брат Гайдар, которому было за 60, он тоже воевал, он погиб. То есть это дядя Владислава, получается. Амканович, ну мы сейчас говорим, да, о моментах, когда война уже была в самом разгаре, да, это 93-й год. Но вы хорошо помните, наверное, и первый день войны, потому что именно в этот день Владислав Григорьевич через камеры из Сухума обратился к народу. Вы присутствовали во время, наверное, записи этого обращения. Как это было? Ну, не секрет, не весь политический бомонд был готов к войне и уже там навострил лыжи или, наоборот, убеждал Владислава Григорьевича: не надо, давай как-нибудь там договоримся и так далее. Если ты свой народ не любишь, если ты в свой народ не веришь, если ты не прогнозируешь героизм своего народа, ты сам не демонстрируешь это, тогда какой смысл обращаться? И вот в первый день, когда это все началось, вот мы побежали в район турбазы, там где Красный мост был, первые столкновения. Мы это сняли. Пока мы это снимали, я, находясь на территории МВО, на проходной, стоял телевизор и вижу в эфире абхазского телевидения читают постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о создании 5 батальонов. То есть, одним словом, объявляют о всеобщей мобилизации. Это было в 12 часов дня. Первое боестолкновение произошло где-то в районе 10 часов. Вот в течение дня мы освещали все события, которые происходили. Стали на защиту, и каждый делает то, что он может. У кого топор, у кого двухстволка, кто-то ищет там оружие по всей Абхазии. То есть люди совершают поступки. И вот задача нас, журналистов, это вот передать эту атмосферу. Вот ближе к 21 часу к нам приехали ребята и сообщили о том, что съемочную группу Владислав Григорьевич ждет в районе Маяка. Там находилась воинская часть. Владислав Григорьевич находился там для того, чтобы связаться с руководством России, лично с президентом России, который
в свое время, накануне, еще гарантировал, что это не будет ничего там, и тому подобное. Вот мы приехали туда, и там записывали это обращение. Когда он увидел текст обращения, которое принесли, ребята... Это помощники подготовили, да. Ну, он очень был критичен к тексту. Уже началась война, уже погибли люди, вы пишете такой милый, спокойный, тихий текст. И собственноручно отредактировал. И мы записали это обращение. И во время записи, потом, особенно во время эфира, когда ты смотришь уже ту запись, которую ты делал там час назад, а сейчас в эфире, вот в эфире он какой-то еще имел больше энергии, больше воздействия, больше какой эмоций было. И воспринимаешь вот абсолютно все, не подвергаешь сомнению о том, что мы выстоим, что мы все встанем вместе. Вот эти слова многонациональный народ Абхазии. Ну, вот с из первого нас раза все сказал, или как-то специально готовился, Нет, или вот нет, это было... Нет, какой мы приехали, текст положили ему на стол, он отредактировал текст, одним дублем записали и поехали на эфир. Все, мы его... Это текст, который сейчас существует в архиве, он без монтажа. В первый день, в такой самый сложный момент в истории руководителя, да, в истории страны, он сделал все то, что ему было необходимо сделать. Потом Фазиль Абдулович Искандер в своем интервью спустя там, по-моему, 10 лет, в 2001 году, говорил о том, что вот наличие вот такого духа у Владислава дало возможность вот вовремя призвать народ, вовремя сориентировать народ, чтобы он не стал думать, как скрыться, а стал думать, как защитить Отечество. Первый командующий Гумистинским фронтом, кто создавал линию фронта и оборонительное сооружение, был археолог Мышнихварский. Председатель Верховного Совета, хитолог, доктор наук. То есть люди из мира науки. Гуманитарии, по сути дела. Естественно, может быть, это является феноменом нашего успеха. То, что не характерные, не вычислит логику ученого или археолога, или историка, или филолога, как он будет себя вести, сложно, мне кажется. И вот это, может, и спасало нас. То есть в течение суток все произошло, как будто мы к этому готовились десятилетия. Ну, вы вот тоже отметили, что и первую линию обороны строил археолог, и вот там начальником штаба, потом на Восточном фронте был художник Батал Джапо. И даже как-то, когда мы готовились к съемкам фильма, вы такую крылатую фразу бросили: доктор главнокомандующий. Вот для Владислава Григорьевича примерить на себя военный мундир, вот, что называется, побыть или вот попасть в шкуру именно военного человека, да, это насколько легко для него было, насколько естественным это было для него. И уже потом, когда вы работали у него в администрации, после победы, как часто он вообще военный мундир одевал? Вообще, я не помню, что после войны он одевал. Говорят, если на учения куда-то, да, только. То есть он не бравировал, да? Нет, это было для него, это не мечта Владислава. Это ситуация, он реагировал на ситуацию, он совершал поступок, реагируя на ситуацию. И поэтому для формирования его имиджа военная форма не нужна была. Вообще вот все, что он совершал, это были поступки не связаны, чтобы
о личности Владислава спустя 15 или 30 лет говорили как о военном, как о президенте той подобное. Он жил своей жизнью. Здесь политическая ситуация в Советском Союзе, с развалом Союза и с угрозой, которая возникла вокруг нашего народа, вынудила его совершать те или иные поступки, там, пойти в политику. Находясь в политике, он мечтал, как вернуться в науку. Находясь в политике, оказался военно-политическим руководителем страны, если можно так сказать. То есть, а потом, вот я помню, как-то я зашел, скорее всего, мы записывали интервью, точно сейчас не помню, но он привел в беседе, не в эфире, в беседе сказал: вот смотри, принесли бюджет Министерства обороны. Я сижу, вникаю в каждую деталь, я вижу, где есть возможность подсократить, а где есть необходимость добавить. Я, говорит, сам как бы вот удивляюсь, как жизнь заставила вот вникать в эти... Меня разбираться, да, в этих вещах. Да, представляешь? Муканович, мы говорили вот про первый день войны, говорили про 3 сентября, когда были переговоры, обсуждали мартовское наступление. А вот День Победы. День Победы он находился в Гудаутах, находился у себя в резиденции, принимал доклад. Я помню, он рассказывал, как начальник генерального штаба, наш великий доброволец Султан Сосналиев привез ингурскую воду, бутылочку воды. Ингурская вода, Ингур — это река, которая как раз по границе проходит Абхазии и Грузии. И вот победой тогда для абхазского народа был как раз тот момент, когда войска вышли именно к реке Ингур. И, я так понимаю, обычные ребята, да, там набрали воды и передали сюда, в Гудаут. Да, но к нему принес эту воду Султан Сосналиев. Я вот сложно, конечно, представить, как бы он сказал бы: вот Великая Победа, и мог бы он завтра, на следующий день, 1 октября, расслабиться. Он понимал, насколько все сложно впереди, какая повестка и политическая, и экономическая, и социальная. И уже 3 октября я со съемочной группой, мы выезжали в Сухум, он в здании правительства на 4-м этаже проводил первое собрание в Сухуме. Мы переместились в Гудаутский район. Это такой оплот был во время войны абхазского национально-освободительного сопротивления. Гудаутские сепаратисты. Да, даже так вас называли? Гудаутские сепаратисты. Вот. Как раз время обеда, и Руслан Каныч вспомнил веселую историю, когда приезжали тоже разные там западные посланники, говорили: как вы здесь в Макдональдсе живете. Что Владислав Григорьевич тогда отвечал? Это у нас есть Апацха. Да, это как раз абхазская кухня национальная. В общем, конечно, ни в каком модном ресторане, ни в каком западном общепите и фастфуде нельзя просто у костра посидеть, посмотреть, как при тебе готовится, собственно говоря, угощение и еда. Присядем, поболтаем как раз у костра. Канович, ну вот мы начали так тоже издалека, я спросил, и действительно поток послов, переговорщиков, людей, которые приезжали из разных стран к Владиславу Григорьевичу, там, по разным каким-то своим целям. Как он вот готовился к этому? Да? Может, никто не учил быть дипломатом специально, чтобы он учил. Может быть, это даже самое сильное было общение с дипломатом. Давай, насколько приедешь? Свое государство. Какие аргументы он приводил?
база исторического его ноги, представить абхазского национального. Ну еще ему важно было, да? Несмотря на то, что ему это приходилось периодически, там, может быть, ежедневно, да? Но он получал удовольствие, наблюдал, кто как он с большим удовольствием отдался национальный проект каждому европейскому или российскому, любому художнику презентовать. Национальная освободительная борьба за суверенитет страны многим же казалось, многим, особенно европейским политикам, казалось, что это какой-то российский выдуманный проект, там подкинут абхазское национальное движение, не надо выйти состава Союза. То есть это какая-то международно-политическая интрига, якобы. Пытались это так представить. Игра чувствами. Это недопустимо, это невозможно. И поэтому Сергеевич это сделал. Естественно, это проходило в кабинете, но иногда они продолжались, так называемый второй вопрос. Хлеб-соль этого Приглашали лицо. И я помню, первый спецпредставитель Алексей Кайлов, Эдвард Блум, чиновник, он его пригласил, хреневое хозяйство. Вот это на берегу реки Мтишта, беседка, очень прохладная, симпатичная, это ущелье. Там они провели почти целый день, обсуждали как историческую, так и политическую перспективу. И это было человеческое общение. Не просто президент или главнокомандующий этого общения, это Владислава Мартинова, это Блумова, и историка, и политика. А после этого, после контактов, когда мы смогли развернуть познакомиться с абхазской культурой тоже, да? Он через абхазскую культуру политиков влюблял в эту страну. глубже посмотреть вот эту особенность абхазского национального движения. Как он перевоплощался? То есть вот он, да, президент, да, вот, я знаю, многих он приглашал тоже домой, там, ну, может быть, по каким-то рабочим вопросам. Как он дома себя вел? Это был также руководитель страны или... Интервью, связанные с днем рождения, с юбилеем, писали, это тоже не случайно, дома. Но там он уже был Уже не президент. дома, который принимает гостей, принимает журналистов. Это вот эта атмосфера домашняя. То есть он сам мог что-то приготовить, да? Никакого же протокола нет, все это снималось, это вот, ну это гениально. Они не смогут обратно.
задал провокационный вопрос. Абхазы вообще ни для кого это не секрет, за столом едят все руками. Вот он скажет по-абхазски. Как делал его отец, как делал его Время всегда вносит свои коррективы в традиции. И вот последние 15 лет, что нет с нами Владислава, народ поднимает тост за память Владислава. В этот тост объединяют всех защитников Отечества вместе с главнокомандующим. Это тоже вот новое явление в абхазской традиции, потому что даже место захоронения, завещание, которое он оставил, это тоже на берегу Гумисты, там, где Ребята погибли. не просто его соседи, односельчане, но и все защитники Гумисты, кто сложил свои головы, это было место памяти. Поэтому не случайно, что народ вот уже поднимает память Владислава, не разделяет защитников Отечества с главнокомандующим. Светлая ему память, дай Бог, чтобы все, кто здравствует, все будущие поколения были достойны и имели право поднимать этот тост. Чтобы проект независимости Абхазии, проект строительства государства, ради чего они погибли, чтобы всегда имело политическое, национальное продолжение. Владислава Григорьевича я просто небольшую пометочку сделаю для наших зрителей. Для абхазов каждый тост это тоже своего рода молитва. И есть очень строгая иерархия и очень строгий порядок, за кого и за что поднимаются за абхазским столом тосты. И вот тоже акцентирую на этом внимание. Первый тост абхазы пьют за Всевышнего, и во время войны уже, и когда я переехал в Абхазию, вторым тостом поднимали персонально за Владислава Ардина. И в память о нем, и очень часто всегда добавлялась фраза «как за живого». И очень важно, я думаю, благодаря этому фильму, в том числе, память о этом уникальном, абсолютно неординарном, действительно необыкновенном человеке сохранится и будет передаваться из поколения в поколение. Вот как бы.